Небольшое резюме на сегодняшний день по войне Украины с Россией. Я смотрю, не все понимают саму суть и не видят картину в целом. Я вот сейчас пообщался с Леоном даже, да, он, казалось бы, тоже не поддерживает это вторжение, но не знает всей сути. Объясняю на пальцах. Ищите информацию в интернете, это все есть уже, все видео и Гиркины, все рассказали, это документы, все есть. Как это все начиналось? После развала Советского Союза Украина, точно так же, как и многие другие постсоветские страны, являлись целью для экспансии экономической для Российской Федерации. Привет, камера. Что это значит? Это значит, что транснациональные компании, либо какие-то большие крупные компании, игроки, заходят на рынок более слабой страны. Искусственно надо поддерживать экономику этой страны, конечно же, на более низком уровне, нежели в самой стране экспансионатора, то есть России в данном случае, и выкачивать оттуда бабки. Это было. Все помнят. В Украине практически все было российское. Приходит к власти Порошенко, так как он сам миллиардер и думает, почему бы нашим миллиардерам на это не зарабатывать, да, но это я так все грубо, конечно, говорю, почему бы нашим не зарабатывать, давайте русских отсюда нахрен выгоним. И, в принципе, это нормально, да, ничего плохого тут нет. Не можете выдержать конкуренции, законов и так далее, договариваться не умеете, ну, значит, вы вытурили. Почти 80% всех экспансионатов вытурил Порошенко. Приходит Зеленский, продолжает это дело. Те, кто до сих пор думают, что это война между Америкой и Россией, и типа Зеленский это марионетка Америки. Не факт, точнее неправда совсем. Какие есть подтверждения тому? Когда это все было, Америка прекрасно понимала, что Россия будет заходить на эту территорию так, как она не хочет терять огромный рынок. Это миллиарды долларов. На канале «Простые числа» все рассказано со всеми графиками, со всеми доказательствами, там все есть. Заходите, смотрите причины СВО. Америка знала, они выложили даже карту, что откуда будет, то есть это 100% все знали. И знали, что на второй день нужно будет эвакуировать президента после того, как проведут референдум и назначат там нового президента, чтобы Зеленский остался жив. Ну, как бы легитимный президент должен остаться в живых, понимаете? И поэтому американцы отправляют борт за ним для эвакуации Зеленского. Это доказательство того, что Зеленский ни хрена не под Америкой. Они хотели сыграть свою игру, но не знали, что этот КВНщик, оказывается, мужик с яйцами и не собирается никому ничего продавать, да, там. Ну, типа, договоримся, давай, братан, эвакуируйся. Что там, ну, ты за свою семью думай, что ты там о каком-то народе украинском паришься. Нет, этот парень на следующий день нас удивил. Вышел на улицу и говорит, я здесь. Как вы можете нас поддержать? Первый способ. Почти все мы делаем покупки на международных маркетплейсах, такие как AliExpress, Amazon и прочее. Каждый раз, когда решаете совершить покупки в этих интернет-магазинах, вспомните нас и переходите туда именно по нашим ссылкам. Вы совершаете свои привычные покупки и ничего не теряете, ну а мы получаем небольшую комиссию от продаж. Второй способ. Если вы намерены покупать и продавать криптовалюту, то вам нужна популярная и надежная биржа. Мы рекомендуем биржи, которым пользуемся сами. Регистрируйтесь в них по нашим ссылкам. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо. Начальник штаба здесь. И этот тоже здесь. Все мы здесь. И будем стоять за нашу родину до конца. Чем сегодня, в принципе, и занимается. Так вот, знаете, почему в первые дни войны в Россию заходили целые, я не знаю, колонны. Ну, конечно, не колонны, но в колоннах было по несколько машин обязательно. С ментовской амуницией, с щитами, с палками, с касками. Так войну не ведут, так захват не ведут. Потому что 5-й отдел ФСБ сообщил, что ой, все, в Украине все готовы продать Украину. Народ за Россию, все хотят в Россию. 5-й отдел ФСБ сожрал очень много денег. Эти деньги должны были пойти как раз-таки на пропаганду Украины, чтобы все украинцы любили Россию и говорили, что ах, какая же мразь это украинская зеленская собака. А вот Путин просто молодец. Отчасти, да, конечно, деньги были потрачены, и было какое-то количество зетников и в Украине. Но 5-й отдел ФСБ сказал говно на самом деле, потому что бабки были разворованы. И когда зашли сюда ментовские машины, вы знаете, что в первые дни войны сюда ехали много МВДшников, да? Погибло до хрена. Казалось бы, что делают МВДшники на войне? Они же не должны быть, но были.
в огромном количестве. Подтвержденный факт. Ищите все подтверждения в интернете. Есть могилки, очень много могилок сегодня в Российской Федерации этих МВДшников. Есть очень много постов, там любим, помним, скорбим нашего капитана полиции и так далее. До хрена такого. Ищите, все есть в интернете. Так вот, это подтверждает то, что 5-й отдел ФСБ на самом деле существует, и что он обманул Путина и сказал, что все готово, приезжайте, все будет нормально. Подтверждение это как раз-таки эти ментовская амуниция, с которой заходили сюда российские войска в первые дни войны. Потом, да, война изменилась, потому что все поняли, оказывается, украинцы это не тупой русский народ, и они пропаганду не слушают. Они понимают, кто такой Зеленский, кто такой Путин, и что это за ребята сюда пришли опять, как зеленые человечки, да, кто это такие. И украинцы дали бой. Они поняли, что лучше умереть, чем быть тупой свиньей и слушать президента своего, который себе золотые ёршики покупает. Это все, что нужно знать о начале войны и о причинах войны. Все. От этой базы нужно отталкиваться. Это те факты, которые озвучиваю не я. Я лишь по этим фактам делаю резюме. И все. А это все можете найти в открытом доступе в интернете. Думаю, мозгов хватит немножко погуглить. Так, еще там надо пальчиками поработать, буквочки набрать. Но время потратите, если одним пальцем тыкаете, все равно сможете. Я на вас очень надеюсь. Меня не просите никакие факты. Давайте, я вам не мамочка. Я не собираюсь заботиться о том, чтобы вы были умными. То, что вы тупые, говорите своей маме. Она вас не воспитала. Значит, и у нее мозгов немного, что она вот воспитала вас дебилами. Прошу простить меня за то, что вы дебилы. Вы же любите, когда я прощения прошу. На коленях прошу прощения. Простите меня, что вы дебилы и что мать вас не воспитала. А так бы вы знали всю информацию и не поддерживали бы Россию в этом вторжении.